Тынчасен миссис Аланла. В этом видео хотел поднять очень тяжелую для нас и для меня, в общем-то, тему Аланы и адыги. Оптимизм исчерпан, только реализм. Не только я, но и многие другие деятели из числа нашего народа неоднократно предпринимали попытки наладить контакт, взаимопонимание, какую-то дипломатию, да, применять во взаимоотношениях с нашими ближайшими соседями, адыгами. Ну, они ближе всех к нам находятся, да. Я сейчас не буду вдаваться в историю, кого-то там пришлыми называть, кого-то переселенными даже. Ну, вот факт есть факт. Сейчас мы живем очень близко рядом. И в будущем, скорее всего, так оно и останется. Так вот, почему оптимизм исчерпан лично у меня? Потому что все попытки наталкиваются на пещерный шовинизм, на самовозвышение, на вот эту лживую российскую алтайскую теорию, что все тюркские народы обязательно пришлые. Вот. И это становится причиной для притязаний на ту территорию, где наш народ сегодня проживает и вообще исторически формировался на этих территориях. По этой причине вопрос становится всегда ребром. Для нас, для аланов, вопрос нашей территориальной целостности, вообще неприкосновенности нашей территории, это очень важный вопрос. И каждый раз, когда я слышу, что там вы в 3 аулах жили, я всегда хочу сказать одно. Мы в 3 аулах оказались, когда пришла к нам Российская империя. Когда Российская империя загнала нас в эти 3 аула, можно сказать, да, народ был заперт. Но наш народ с этим никогда не соглашался. Понимаете ли? Я не знаю, доходит ли до вас это. То есть 3 аула – это был короткий промежуток времени в истории нашего народа. Сегодня наш народ живет на тех территориях, почти на тех территориях, да, где жил веками ранее. Разумеется, в очень сложной экономической и политической ситуации, но вот так. Поэтому вот такие вот у меня мысли. Надеюсь, нам удастся преодолеть эту сложность. Асен Кюрешейк Аланла.